Анна, Йота, Николай. Для вас работает Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей. Как слышите нас? Михаил, добрый день, мы вас слышим прекрасно. Это Международная космическая станция, российский сегмент. У нас здесь наша команда. Я Александр, с нами Елена и Антон. Мы все вас слышим, все с вами готовы пообщаться. Прием. Выход в открытый космос — это само по себе неординарное событие июля, и на самом деле очень волнительное. Каждый космонавт в своем полете его всегда очень ждет. Вот, и хотя бы один выход он всегда радует. Но бывает 2, бывает 3, у некоторых бывает и больше. Но самое, конечно, великое чувство, которое испытывает космонавт, это, наверное, та вселенная, которая вдруг его охватывает. То, что он оказывается один. Смотреть на Землю и космос из иллюминатора даже космического корабля — это одно. Но находиться в этом космосе полностью самостоятельно — это совершенно другое ощущение. На самом деле очень волнительно, немножко страшно, но и на самом деле еще и очень приятно. Спасибо, Юля, за вопрос. Нина, здравствуйте, я правильно понимаю, вопрос о том, как мы понимаем, когда наступает день и когда наступает ночь, правильно? Во-первых, у нас очень много часов на борту Международной космической станции, в том числе и специальные наши космические часы, которые всегда находятся у нас на руке. Также у нас есть специальный график расписания, который составляет для нас Земля. Таких графиков несколько, я не буду вас очень сильно утомлять названиями. И, конечно же, мы в каждый момент времени понимаем, чем мы должны заниматься, и там же прописано, когда мы должны ложиться спать и когда нам положено вставать. Но, как вы знаете, на самом деле у нас наступает 16 раз день и ночь. Вот это очень интересное явление, и тем не менее мы уже давно к этому привыкли, и наши внутренние часы заряжены на то, чтобы мы существовали на борту Международной космической станции как нормальные, здоровые люди. То есть спали нормально, вставали вовремя и трудились весь рабочий день. Спасибо большое за вопрос, на приеме для вас. Спасибо большое за вопрос. Что я чувствовала, это очень интересные смешанные чувства, потому что, во-первых, это большое чувство, очень огромной ответственности перед теми людьми, перед теми инструкторами, врачами, специалистами, которые готовили нас для полета в космос, которые учили нас, обследовали. И, конечно же, огромное чувство огромной ответственности перед теми людьми, которые конструировали нашу космическую технику, в частности, которые конструировали наш космический корабль. Чувство собранности, в первую очередь, скорее всего, так можно сказать, так как некогда волноваться необходимо было, сосредоточиться полностью на работе, сосредоточиться полностью на всех этапах полета, которые нам предстояли, и готовность к работе. Вот такие вот чувства я испытывала. Конечно, после выведения очень интересное чувство невесомости. Чувство незабываемое, когда ты полностью, твое тело, оно взвешивается, ты немножко взлетаешь над ложементом, и это немного непривычно, потому что ты как бы не ощущаешь веса собственного тела. Но потом к этому довольно быстро привыкаешь. Вот такие вот чувства испытывает космонавт, когда летит первый раз в космос. Привет для вас. Очень вопрос. Конечно же, наверное, это несправедливо, и тем не менее, я думаю, что в будущем, обозримом будущем, конечно же, фантастика превратится
повторюсь, наверное,